Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», меня зовут Петр Васильев. На этой неделе мировое и научное сообщество отметит неофициальный, но очень важный для нашей планеты праздник – День полярного медведя. Эти большие хищники оказались в опасной близости от вымирания. Значение этих уникальных животных в природе, безусловно, бесценно. Они регулируют популяции многих животных и являются неразрывным звеном среди обитателей Арктики. Поэтому этот мощный, красивый зверь находится сегодня под охраной, за его численностью неустанно следят ученые со всего земного шара. О том, как живется полярным хищникам у нас в Якутии, пойдет сегодняшний разговор с нашими экспертами. Здравствуйте. 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 Ну, Лариса Васильевна, я хочу, наверное, начать с вас. Существует такое поверье. Белый медведь – индикатор состояния экосистемы Арктики. С чем связано? Ну, это не только поверье. Действительно, белый медведь, наряду с некоторыми другими видами, которые обитают в Арктике, является индикатором состояния экосистем. Поскольку в настоящее время у нас наблюдаются различного рода угрозы белому медведю, например, такое как потепление климата, в связи с этим сокращение льдов, где в основном этот белый медведь обитает. Собственно, изучение белого медведя является одним из ключевых моментов при изучении такой проблемы, как глобальное потепление климата. Тогда следующий вопрос тоже логичный, я задам его вам. Как в этом отношении в Якутии дела? Ну, я работаю в Государственном природном заповеднике Медвежьи острова. Эта территория была основана в 2020 году, хотя на самом деле работы по изучению белого медведя проводятся с 2006 года. Как показывают данные еще Минэкологии, получилась такая ситуация, что в 2006 году вдруг обнаружили необычное скопление белого медведя на береге у мыса Крестовский. Собственно, данное явление, оно было весьма необычным, потому что медведи скапливаются, то есть какая-то причина должна быть. И в связи с этим было образовано такое мероприятие, которое заключалась в мониторинге белого медведя. С тех пор прошло много лет, и, собственно, эти работы, когда ученые, когда специалисты туда выдвигаются, осуществляют патруль территории, осуществляют мониторинг количества родовых берлог, и данные они легли в основу создания заповедника, то есть создания федеральной особо охраняемой природной территории. С 2020 года мы проводим там масштабные работы, то есть мы там усилили оснащение и проводим 2 раза в год работы. Первый – это весенний мониторинг, он у нас начинается в конце марта, начало апреля, когда наземное патрулирование территории и идет подсчет учета родовых берлог. И осеннее мероприятие – это осенний авиамониторинг, который ведется воздушного судна Ми-8 МТВ. Ну и как показывают современные данные, у нас, собственно, обитание и именно появление, скопление белых медведей на берегу тесно связано с образованием этого льда. Поскольку лед является основным местобитанием для нерп, а нерпа – это основной источник пищи для белого медведя. Ну, в настоящее время какая проблема глобального масштаба? Да? То есть по прогнозам Росгидромета, примерно во второй половине 21 века многолетние льды, к сожалению, останутся только в районе канадского архипелага. То есть если исчезнет лед, то белому медведю, к сожалению, не будет места, где охотиться, поскольку он должен выходить на льды, там, где нерпа – основной его источник пищи. Собственно, поэтому в настоящее время наш заповедник является такой некой модельной территорией, поскольку и в летний период, когда льда нету, мы наблюдаем там белого медведя. И, собственно, сейчас мы наращиваем наш потенциал для того, чтобы в будущем проводить работы по изучению пищевых цепей и, собственно, по изучению белого медведя, его поведения в период отсутствия льда. Иннокентий Иванович, до начала нашей программы мы с вами пообщались. Ваши коллеги сказали, что вы были родоначальником исследований Медвежьих островов. В том числе вы начинали исследования. Или ваши коллеги в Минэкологии. А с чем связано? Это немножко не так, потому что первые исследования белого медведя в дирекции биологических ресурсов начинал покойный ныне Федор Георгиевич Яковлев. Да, Федор Георгиевич Яковлев. Ну и он один из первых, как энтузиаст и как специалист, биолог, он начал исследовать посещение белых медведей на территории материковой части республики. Ну и оттуда пошло, и было предложено использовать как модельную площадку Медвежьи острова, которые на сегодняшнем уровне активно работают, и ведутся исследования по белому медведю.
1200 особей на территории нашей республики обитает, 800-1200. Вот вы сказали, что осенью проводился мониторинг. Там порядка 150 особей насчитали. Тогда еще сказали, что эти данные не 174, точные. да. 174 уже есть. Что удалось вот с октября месяца еще узнать? Ну, в целом, если говорить в глобальном масштабе о белом медведе, точная численность его неизвестна. В районе 27 тысяч особей во всем мире насчитывают. А вот большая часть из них приходится как раз-таки на Канаду. А если говорить о России, на территории, в секторе Российской Арктики есть 4 популяции белого медведя. Это Баренцево-морская популяция, она одна из многочисленных, примерно 2500 особей. Потом Карская, она неизвестная по статусу. Далее идет, если мы продвигаемся на восток, Лаптевская, примерно 800-1200. Но данные, они были установлены, примерно в 90-х годах, они расчетные. То есть точное количество белого медведя, обитающего в Якутии, неизвестно. Ну, собственно, как бы территория арктической части Якутии, она очень большая, только наша береговая линия, это примерно 4500 километров, да? Ну и восточная самая популяция, это Чукотско-Аляскинская, мы ее делим с Аляской, и примерно ее численность 3000 особей. Но интересен тот факт, что, например, если мы говорим о Баренцево-морской, то она изучена благодаря взаимодействию с норвежскими коллегами. Если мы говорим о Чукотско-Аляскинской, то она тоже достаточно хорошо изучена благодаря взаимодействию с специалистами из Соединенных Штатов. Они достаточно долгое время проводили учеты и с помощью авиаучетов, да, с помощью беспилотных летательных аппаратов. Мы вот в прошлом году данную методику тоже применили. И, собственно, с помощью спутникового мечения, когда отлавливаются животные, на них надевается радиоошейник. Данную методику мы тоже применили в позапрошлом году у себя в заповеднике. Она была такая более рекогностировочная, потому что надо отработать методику. Мы проводили эти работы совместно с нашими коллегами из Москвы, с Институтом проблем эволюции и экологии имени Северцева. Условия, конечно, достаточно неординарные, не такие, как, например, там, где специалисты привыкли работать, это либо Чукотка, остров Врангеля, да, либо это национальный парк Курская Арктика, это земля Франца Иосифа. Там и рельеф у них более ровный, и территория большая. У нас островная территория, то есть отлавливает медведя когда льда нету, и на территории островов это достаточно сложная задача, да, либо порой невозможно, потому что животное оно усыпляется, оно может уснуть, к сожалению, оно не сразу усыпает, оно уже может в море уйти и там уснуть. Поэтому здесь очень такая тонкая методика должна быть отработана. Первые данные мы получили только в течение лета, мы ее примерно, не летом, даже осенью мы, потом она ошейник скинула. Но действительно, если говорить о якутской популяции, да, лаптевской, примерно 800-1200 особей, но, конечно же, ее число точное неизвестно. И, собственно, это сложно сделать, потому что методики не существует. И территория, она очень обширна, потому что ведь Якутская Арктика это не только берег, это ведь острова. Если мы говорим о западной части, это у нас остров Бегичево. Если мы говорим о нашем крупном архипелаге, это Новосибирский архипелаг, где сейчас у нас расположен тоже федеральный ОПТ, это Новосибирские острова, Заказник, и также эта дельтовая часть, заповедник Усленский. Это тоже очень большая территория, те же самые Новосибирские острова, они по площади примерно 3-е место в Российской Арктике занимают, да. И наша территория это примерно западная часть дельты реки Колыма и, собственно, этих 6 островов, да. И интересно, что по сравнению с другими арктическими территориями во всей России наши острова не относительно доступны. То есть мы можем организовывать наземные экспедиции туда в весенний период, потому что та территория, она не затрагивается Великосибирской полыньей, да, в отличие от новосибирских архипелага. Поэтому мы весной, сейчас мы наращиваем свою материально-техническую базу и развиваем кордонное хозяйство. И поскольку у нас, допустим, если мы говорим о весеннем мониторинге, медведицы выходят примерно из берлог на протяжении 1,5 месяца, да, то есть, соответственно, без кордонов там очень сложно работать, поэтому наши люди, они туда выезжают, возвращаются по 2 раза. Поэтому, когда у нас в этом году будет уже кордонное хозяйство наше организовано, мы надеемся, что мы будем там надолго задерживаться и дадим более точные данные по количеству родовых берлог. Почему важно учитывать родовые берлоги? Дело в том, что одна медведица в среднем приносит от 1 до 3 детенышей. То есть, когда наши специалисты выходят туда и считают родовые берлоги, мы примерно можем рассчитать, сколько же у нас медвежат родилось в заповеднике в этот год. Например, в прошлом году весной мы насчитали 26 берлог, соответственно, если вы умножите на эту цифру на 2 либо на 3, мы можем примерно посчитать, сколько медвежат же родилось. К сожалению, экология медведя, она такова, что у белых медведиц у них очень низкий потенциал размножения, то есть она размножается примерно раз в 3 года. И к тому же смертность медвежат, она очень высока, примерно 50% медвежат, они не выживают
выживают первый год, потому что очень сложные условия выживания. Вот. Ну, собственно, как бы отход медвежат большой, но тем не менее, используя вот эти вот модели, мы можем примерно представить, какое же количество медвежат у нас родилось. На следующий год или осенью, когда мы на них смотрим, они уже подрастают, мы примерно можем вычислить, там, сколько мы встретили медведиц, к примеру, с медвежатами, да, которые уже подросли, это сигалетки, либо прошлогодние. То есть, ну, используя такие вот нехитрые наблюдения, математические какие-то вычисления, мы все-таки постепенно приближаемся к той цифре, сколько же медведей у нас в заповеднике, да, но сколько в целом Якутской Арктики, этот вопрос, он, я думаю, еще многие десятилетия будет открытым. Но причем вот эти цифры 800-1200, они же уже очень много лет курсируют. Есть ли риск сокращения популяции? Ну, смотрите, если мы говорим об угрозах существования белого медведя, есть несколько угроз. Первое — это глобальное потепление климата в связи с изменением вот этого вот многолетнего, однолетнего льда, который очень критически важен для белого медведя. Вторая угроза, ну, она скорее глобальная такая, это, ну, наличие загрязняющих веществ. Вот такая проблема у нас сейчас тоже, как бы биологи, они думают, строят планы, это развитие Северного морского пути. Как бы сейчас мы говорим, что лед уходит, да, и это будет активная тема развиваться. Собственно, поэтому надо наращивать мониторинг именно тех территорий, которые могут быть затронуты загрязнением. Это, к примеру, транспортировка углеводородного сырья, да, это присутствие человека, это может создание каких-то местных локальных баз при вот создании вот этих вот развития территории, где, собственно, это углеводородное сырье добывается. Вот. Ну и, собственно, как бы физиология белого медведя такова, что у него очень большое количество жира. Например, многие загрязняющие вещества, такие как стойкий органический загрязнитель, они задерживаются именно в жировой ткани. Вот. И со временем это может очень негативно сказаться на состоянии белого медведя там, во время того же самого лактационного периода или во время беременности, когда, допустим, медведица потом, ну, болеющая там, не может родить своих медвежат. Да? Вот. Третья угроза — это встреча с человеком, поскольку, ну, достаточно часто стали теперь регистрировать, может, в связи с тем, что как бы связь улучшилась, да, вот, либо, может быть, ну, коммуникация между людьми. Чаще медведи стали выходить к населенным пунктам, он отмечается, да. Почему? Ну, каждый случай, конечно, нужно рассматривать в отдельности. В Якутии, например, да, все мы прекрасно помним эти случаи в 2021 году, когда медведица молодая прошла примерно там более 1000 километров, да, и была отловлена в поселке Джабарики-Хая. Вот, это была молодая медведица, как бы я ее сама своими глазами не видела, но мои коллеги, которые ее отлавливали, говорят, что примерно было 2 года. Я предлагаю продолжить вот эти случаи обсуждать после небольшой паузы. Мы сейчас прервемся и продолжим обсуждать наступающий день полярного медведя. Это «Якутия в деталях». Мы продолжаем обсуждать проблему популяции белого медведя в России и в нашей республике. До перерыва на рекламу мы остановились на случаях выхода белого медведя к человеку. Безусловно, человек животному всегда враг, к сожалению. Это большая угроза для любого животного. Есть еще одна угроза, существующая у нас в Арктике, того, что может появиться гибрид белого и бурого медведя. О ней, в частности, Иннокентий Михайлович, говорили вы. Вот откуда взялась такая теория, и что это будет за гибрид, если у нас вообще будет? Насколько я понимаю, в Канаде подобные случаи есть. Да, или в Канаде, или на Аляске это подобный случай был. Вот как раз это по National Geographic показывали фильм. Но как вы знаете, что в Америке, в Соединенных Штатах и в Канаде охота на белого медведя разрешена.
охота на белого медведя запрещена только в Советском Союзе была полностью она, всегда никогда не охотились на него один. И сейчас у нас в России один. И вот тогда был, значит, добыт белый медведь, который, ну, вызвал у ученых, конечно, подозрения, да, что там целый фильм расследования был, где они доказали, что это оказался гибрид, и, естественно, охотник был оштрафован, потому что ему лицензию выдавали на белого медведя, а он добыл другого. Да. Так что вот этот факт свидетельствует о том, что вполне возможно будет, вполне возможен такой этот день. Тем более, что у нас сейчас факты соответствуют то, что наш бурый медведь очень активно пошел в тундровую зону, даже там вот около Чукурдака, в Лайхском районе и так далее, постоянно залегает даже берлогу. Ну, по Нижнеколымском районе вы тоже, наверное, слышали, что в Терском появляется вот, и так далее. А на Барском районе, вот, прямо по побережью моря наши корреспонденты высылали фотографии, где это время находится тоже наш бурый медведь. Но здесь немножко есть такое, что гон у белого медведя идет где-то вот апрель-май, у нашего чуть позже. Ага, это июнь, апогей самый находится, но смотря из-за того, что, находясь в этих условиях, где-то в тундре, если это будет, как его самец бурого медведя, конечно, если он встретит текущую самку белого медведя, вполне возможно, он может и тоже это, как его, воспользоваться этим случаем, где, или белый медведь, встретив самку бурого медведя, тоже может этим случаем воспользоваться. Иннокентий Иванович, Если вот на ваш взгляд, что бурому медведю нужно в Арктике? Ну, белому понятно, он там, это его исконные места обитания. Ну, это, скорее всего, обусловлено тем, что у нас действительно идет глобальное потепление, значит, и появление бурого медведя, и вообще вот дикие животные, охотничьи ресурсы, живущие на территории центральной Якутии, значит, северных территориях, они активно осваивают северные арктические зоны. Уже появился соболь там, уже появились случаи, значит, захода бурых медведей, лоси у нас уже активно, значит, посещают. Лисы тоже. Ну и, соответственно, скорее всего, наверное, вот именно фактор глобального потепления тут играет большую роль. Ну, частично, возможно, значит какие-нибудь пожары, крупные пожары, которые отгоняют, значит, бурых медведей уходить в арктическую зону. Ну, я считаю, что, скорее всего, основной фактор – это глобальное потепление. Потому что не только бурый медведь, а вот, как уже сказал, и другие виды уже идут. Ну, может быть, именно то, что... Потому что дикие животные, которые живут у нас, они в основном активно приспособлены к низким температурам, а глобальное потепление, изменение температурного баланса даже на 1-2 градуса, это уже тоже будет влиять на жизнедеятельность животных. Ну, то есть и для бурого медведя есть опасность, климатическая опасность. Ну, скорее всего, наверное, да, он просто становится теплее, ему просто переходить туда удобнее, наверное, скорее всего, там, и пищевой рацион там разнообразнее, там, мыши, лемминги. Ну да, вот прочее. это глобальное потепление для бурого медведя создает благоприятные условия обитания. Тем более, что поднимается его численность. То есть И- получается так, что для бурого это хорошо, глобальное потепление, ему как бы комфортно в этих условиях, а белому медведю становится хуже. Тогда Конечно, хуже, но, например, как вот утверждают биологи, любое животное, любое существо, оно приспосабливается к тем или иным условиям, значит, ну и, скорее всего, и белый медведь приспособится к этим потеплениям, значит, но отсутствие этого пакового льда и, значит, старых льдов, значит, ну, будет каким-то образом, может, компенсировать тем, что он будет просто переплывать с одного места на место, ну и каким-то, ну, надеюсь, что приспособится белый медведь к этим условиям. К этим Время условиям. еще есть. Ну, здесь я бы добавила один момент, извиняюсь, что перебила. Проблема глобального потепления климата все-таки для белых медведиц именно, да, она достаточно острая, потому что ранний сход снежного покрова, да, таяние может слишком рано разрушать родовые берлоги. Собственно, как бы выживаемость, она будет весьма снижена, если это будет происходить в дальнейшем. Ну, тем не менее, у нас и белые, и бурые медведи сегодня активно содержатся в зоопарках. Бытуют разные мнения. Кто-то считает, что зоопарки для медведей комфортное пребывание, кто-то считает, что не очень комфортная среда. Вот, допустим, у нас есть материал наших коллег из Ленинградского зоопарка. Там содержится нами всеми известная медведица Харчан, и я предлагаю посмотреть, как она коротает свои будни там.
Близкий контакт смертельно опасен. Здесь ничего не поделаешь, потому что белый медведь — это все-таки хищник, поэтому мы очень строго соблюдаем технику безопасности. Естественно, обслуживание медведя производится в специально оборудованном помещении. Никто не сует ни руки, ни ноги, ничего в вольер. И, соответственно, медведь перегоняется на уборку во внутреннее помещение, после чего сотрудник выходит и производит уборку на площадке, и медведь возвращается в чистый вольер. После того, как она уходит, перекрывается также внутреннее помещение, и там уже производится оставшаяся часть уборки. Корчана — это лучший белый медведь. Она очень любознательная, очень любит работать на публику. Она достаточно общительная, ей нужно максимально много внимания. Ну, если можно так отозваться, то, конечно, она очень добрый медведь. Она очень умная, очень талантливая медведица. Она поддается очень легко обучению. Ну, еще в силу возраста она достаточно молодая, поэтому схватывается просто на лету. У нее нет такого очень четкого графика. Вообще встает она достаточно рано. Иногда в 7 утра она уже играет своими игрушками. Иногда может отдыхать до прихода киперов на уборку. Также ложится она спать с тем, как зоопарк закрывается, либо же может еще тоже какое-то время и в темноте играть, и уходить ко сну где-то после часов 10. Ну, конечно, такую жару все переносят достаточно сложно, но поскольку у нее есть бассейн, она достаточно часто ходит туда охладиться, и мы стараемся как можно больше приносить ей каких-то замороженных угощений. Если у нее есть желание, мы также можем полить ее из шланга, но большую часть времени она, конечно, просто плавает и уходит в тень. Мы осматриваем ее каждый день. У нас есть занятие тренингом, в результате которого мы можем досконально изучить медведя со всех сторон. Ну вот смотрите, говорят наши коллеги о том, что очень активная, дружелюбная, любит аудиторию. Насколько это типичное поведение для белого медведя? Насколько понимаю, это так себя ведут только белые медведи, которые выросли в зоопарках. Комфортно ли там в целом? Как это можно понять? Ну, естественно, если как его комфортно, некомфортно, конечно, некомфортно, потому что, как и люди, как и этот день, это все же дикое животное день, и на свободе, в естественной среде она, конечно, намного себя комфортнее чувствовала бы день. Но, с другой стороны, ну, раз уже попала, тем более она была рождена в неволе, так же. Да. То есть в Да. теории, если животное, которое выпускают Да. из зоопарка, она уже самостоятельно Нет, не уже выживет? Потому все. что, когда медвежонок маленький, его мать обучает всему. Инстинктов нет, ничего нет. И, Ага. да, и Всё погибнет, да. медвежонок, он полностью зависим от матери примерно Да. 1,5 года, когда она его кормит молоком. Если в это время мать погибает, то, к сожалению, у медвежонка нет шансов выжить, потому что если, к примеру, мы говорим о континентальной части, да, то за белым медведем, как правило, всегда следует росомаха, потому что она подъедает за ним. Поэтому, если мать погибнет при каких-то обстоятельствах, либо браконьеры, допустим, да, либо ее убьет другой самец, то, скорее всего, медвежонок он будет легкой добычей для росомахи. Ну, а на островах его может съесть, если мать не защитит медвежонок. Такие случаи бывают. Белые медведи, как и буры, они каннибалы. Бывает так, что когда мать кормит медвежонка, примерно 1,5 года, она не спаривается, и если медведь белый пожелает как бы размножиться, да, он может убить и медвежонка, тогда как бы получаются эти гормоны, которые отвечают за пролактин и прочее, они уже больше не работают, и уже можно оплодотворить самку. Поэтому такие случаи достаточно распространенные. Ну, с это другой же не единственный случай, насколько я знаю. Вот, допустим, была у нас медведица Томпа, о которой мы говорили до ухода на рекламу. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, тот самый медведь, который поставил рекорд по отдаленности от арктической территории. Она ушла, по-моему, на 25, в общем, на какие-то большие расстояния она ушла. Больше 1000 километров. Больше да. 1000 километров, да, она ушла. Вот насколько этично, так скажем, с точки зрения научного сообщества отправлять подобных животных в зоопарк? Здесь может быть две точки зрения. Во-первых, когда ее отловили, ее осмотрели, да, если действительно видно, что это, во-первых, либо медвежонок, допустим, ну там год, либо меньше, либо 1,5, да, то если выпустить, скорее всего, он погибнет, поскольку там навыков у него выживания нету, да, либо если животное ранено, ослаблено и прочее. А если животное, оно здоровое, то, в принципе, есть вероятность того, ну, так показывает опыт и Канады, и других территорий, что если есть средства, то можно животное обратно увезти
в дикую природу, выпустить, и, скорее всего, оно там интегрируется обратно. Да есть такие случаи даже, при этом, что интересно, на таких животных садят специальные радиомаячки для того, чтобы отследить, вот, которые держатся там не ошейники, не эти крупные, да, приспособления, а на кожу, на шерсть, чтобы первое, к примеру, там несколько месяцев проследить, насколько все-таки животное, обратно ли оно пошло, да, потому что оно уже привыкает же к этим локальным помойкам, к отходам человека. Почему, собственно, как бы медведь-то и уходит, да, выходит к жилищам человека, потому что он находит себе легкую пищу, там, остатки еды и прочее. И, собственно, как бы следят за этим животным. Если животное, оно там остается в природе, то никакой опасности нет. Никита Иванович, тогда хочу спросить про бурого медведя тоже. Вот у нас в зоопарке Ортодайду есть, он, к сожалению, травмирован. Насколько и таким животным комфортно настолько близко с человеком? Их же даже нанимают для фотосессий, бурых медведей. Содержание в зоопарках, значит, это вынужденная мера, да? Ну, и, скорее всего, ну, это при помощи содержания в зоопарке, во-первых, сохраняется вид, да, ну, что вот во многих зоопарках мира существуют, обитают животные, которые, в общем, в дикой природе уже перестали существовать, и поэтому вынужденная мера именно содержание в зоопарках и в питомниках. Но, естественно, как сказал Никита Михайлович, любое дикое животное, которое, значит, именно вот рождено в дикой природе, оно должно именно в дикой природе существовать. Но вот действительно те, которые молодые особи, которые выросли на руках у человека и были, значит, которых подкармливали люди, которые привыкают к людям. Значит, ну вот даже примеры по бурому медведю вот на трассах, возле придорожных кафе, там, при несанкционированных свалках, где пищевых отходов, постоянно появляются бурые медведи. Ну и они привыкают к этой легкой пище, и поэтому, в общем-то, тут меняется и появляются, можно сказать, синантропные особи, которые привыкают к человеку. Но это не очень хорошо, конечно, потому что со своей стороны они представляют угрозу для жизни человека, и с другой стороны является, значит, тоже легкой добычей для Браконьеров. тех же, да, тех же Я предлагаю браконьеров. к этой теме вернуться снова после небольшой паузы, и мы дальше продолжим обсуждать проблему белых медведей. Это программа «Якутия в деталях», и в центре внимания у нас сегодня самый настоящий король Арктики – белый медведь. Вот до ухода на перерыв мы с вами обсуждали все-таки проблему содержания животных любых, в том числе и белых и бурых медведей в зоопарках. Но тем не менее, в конце прошлого года, в начале этого, в зоопарке Ортодайду снова было пополнение, целых сразу 2 маленьких медвежонка родилось. На мой скромный субъективный взгляд, абсолютно человека никак не принадлежащего к науке, это, возможно, говорит о том, что условия-то там хорошие. Вот я предлагаю посмотреть на то, как сейчас себя чувствуют эти новорожденные. Это случилось уже в 3-й раз у Колымана. Вот. Первую Харчану вы все знаете, наверное, в Ленинградском зоопарке живет. Алмаз живет в Хабаровском зоосаду. Вот. И эти медвежата, ну, сейчас их главная задача это расти, развиваться. Они только кушают и спят, вот, и свой вес набирают. И дальнейшая их судьба, конечно, будет определена позже. Вот, все животные, белые медведи в нашей стране, они, значит, перемещаются согласно программы сохранения белого медведя. Есть куратор программы, то есть это не продажа именно, а вот перемещение и формирование пар внутри Российской Федерации.
Но, насколько я понимаю, появление сразу двух детенышей – это нормальная практика в Да. жизни белых медведей. Точнее. Иннокентий Михайлович, я хочу вот все-таки уточнить. День белого медведя – праздник хоть и неофициальный, но тем не менее его главная цель – привлечь внимание. Что с точки зрения научного сообщества нужно делать, чтобы еще больше акцентировать внимание на проблеме белых медведей в нашей стране и в нашей республике в частности? Ну, с одной этой точки зрения нужно сказать, что вот как раз так, как белый медведь находится на вершине пищевой пирамиды в Арктике, и как вот флаговый вид или индикаторный вид, где от него вот зависит все. Если что-то где-то рухнет, где лед растает, корма меньше станет или еще что-то, какое-то звено арктической системы выпьет, то первым это как его проявит белый медведь. Ага, у него численность упадет, все это, и еще дальше меньше станет. Ну, поэтому постоянно нужно за ним следить. Вот это именно мониторинг, не слишком там лезть к нему, то все дело, а смотреть за ним. Что, как и так далее. Плюс то, что вот загрязнение идет. Загрязнение – это как его среды его обитания, как Лариса Васильевна сказала, связано не только, что море загрязняется, Северный морской путь, это наши реки, которые несут все эти воды туда. В те тогда советские годы еще было то, что самое главное, что вот очень сильно использовали яд ДТТ. Помните, это все смывалось и сносилось, и это все тоже ударяло и по белому медведю, и по морским млекопитающим, которые вот у них упало. Сейчас проблема микропластика становится у нас очень тоже дело. Поэтому нужно вот пристальное внимание. Как мы увидим, что медведь или исчезает, или наоборот, сейчас он числен. Когда мы это как его дирекция биологических ресурсов в 2005 году, после того, как большой десант медведей высадился в Нижнеколымском районе, это впервые за столько лет, ну, не было раньше такого, чтобы сразу появилось около 30 особей на материковой части, и там они очень долго обитали, потому что и после этого это вот шло, численность мы там считали где-то 30-50 особей. Вот сейчас по предварительному, посчитали даже в этом году, да, после создания, уже 150 их. Что это может говорить? Что раньше мы недоучет делали, или эта численность его увеличивается? Ну вот мы сегодня много говорим о том, что белые медведи под защитой, отстрел их охота запрещена. Тем не менее, на бурых ведется охота, но с лицензией. Как вообще у нас с браконьерством на медведей дела обстоят? Ну вот как отметили, браконьерство по белому медведю, в общем, у нас нету таких данных. Значит, ну, по бурому медведю ситуация тут довольно благоприятная. На сегодняшний день численность бурого медведя в республике это в пределах 20 тысяч. Значит, ну, к сожалению, на сегодняшний день единственный доступный для нас метод учета бурого медведя – это анкетно-опросный учет. Значит, мы собираем анкеты, значит, потом Институт биологии обрабатывает, и, соответственно, значит, появляется тут численность. Ну, установленная квота в пределах 2500 значит, особей для изъятия. Из них, значит, где-то в пределах 1500 выдается разрешение на добычу. Это спортивная охота. Значит, ну, значит, сбор в пределах 3000 рублей и пошлина 650 рублей. Но, к сожалению, значит, вот по анализу добычи бурых медведей за последнее время у нас всего лишь в пределах 1/4 части этой квоты осваивается. Но на сегодняшний день это в основном охота ведется чисто попутно. Если раньше это были специальные медвежатники, охотники, которые именно занимались этим, то сейчас, ну, одно время была вспышка из-за того, что, значит, вот страны, значит, Юго-Восточной Азии нуждались, ну, был острый ажиотаж по желчи бурого медведя, значит, по лапам и по другим дериватам. Значит, это был какой-то всплеск. На сегодняшний день этого такого большого ажиотажа нету, и поэтому охота ведется, в общем, ну, по нашим данным, она ведется в виде спортивной охоты и ведется, в общем-то, чисто попутно, можно так сказать. Ну, кроме этого, есть охота по регулированию численности, значит, в случае угрозы жизни населения, значит, выносится решение о регулировании особей, которые приходят в населенные пункты, которые представляют угрозы, значит, ну и по этим решениям выдается разрешение и идет отстрел бурых медведей.
Но ситуация на сегодняшний день с бурыми медведями, в общем-то, она имеет тенденцию к увеличению численности. Это отмечают и специалисты, и госинспекторы наши, и научные организации говорят о том, что есть тенденция к численности. Ну, потому что действительно есть неосвоение вот этой квоты, которая, в общем, сказывает, что, соответственно, будет увеличение. Лариса Васильевна, ну мы начинали с вас, я предлагаю на вас и подытожить нашу программу. Вот на ваш взгляд, как специалиста, что лично каждому из нас, простому человеку, нужно сделать для того, чтобы медведи белые в Арктике в нашей чувствовали себя комфортнее и просуществовали там как можно дольше? Ну, на сегодняшний день информационная повестка такова, что каждый человек должен нести свой вклад в решение каких-то глобальных экологических проблем. Больше внимания уделять проблемам глобального потепления климата, то есть снижения своего углеродного следа, к примеру. Да? Вот. Ну и вообще, как специалист заповедника, хотелось бы отметить, что все-таки те территории, где белый медведь встречается, да, то есть это какие-то там арктические поселения и прочее, ну, мы эту работу тоже проводим. Необходимо обучать человека тому, как избежать этих конфликтных ситуаций, как вести профилактику. Прежде всего, как и с бурыми медведями, проблема такова, что медведь, он привлекается бытовыми отходами и приходит на локальные помойки. То есть если человек, занимая какой-то населенный пункт, да, либо находясь где-то на маршруте, да, там, в центральной Якутии, да, когда вот, встречается с бурыми медведями, а если будет рационально относиться к тому, как он потребляет вещи, где он их оставляет, то таких встреч будет намного меньше, соответственно, будет меньше конфликтных ситуаций, и, как итог, не будет таких случаев, когда, скажем, животное будет вынуждено отстреляно. То есть если вы едете по трассе и видите бурого медведя, ни в коем случае его не подкармливайте. Если его подкормите, это означает, что просто вы подписали ему смертный приговор, потому что животное, оно вернется на эту дорогу и станет опасным для других. Собственно, как бы госинспекторы, охотинспекторы, они его отстреливают, к сожалению. То же самое с белыми медведями. Бывает так, что в таких странах, где там развит арктический и морской круизный туризм, да, люди там кидают банки сгущенки и прочее, да, то есть посмотреть, это белые мишки, это же здорово, вот они там такие хорошенькие, забавные, да, либо как-то себя неадекватно ведут, пытаются приблизиться, сфотографироваться, да, а медведь, будь он то бурый, либо белый, это прежде всего хищник. И он находится в состоянии постоянного поиска пищи и изучения окружающей среды. Поэтому ни в коем случае при встрече с хищником не ставьте свою жизнь и жизнь хищника под угрозу. Ну, то есть самое главное помнить, что каждое действие, сделанное сейчас, будет нести последствия уже Конечно. в ближайшем будущем, и не только для нас с вами, но и для белых медведей. Никита Михайлович, да. Ну да, я бы хотел сказать, что вот последние годы, если многие говорят, что мы вторгаемся в зону жизни белого медведя, то в последнее время белый медведь вторгается в нашу зону. Все же я так думаю, что численность его увеличилась, и поэтому он активно, в общем, пошел в наши населенные пункты. Вот это все у него бывает заходы. На Чукотке очень большие проблемы, да, он все время терроризирует население и так далее. Поэтому здесь тоже такие должны быть механизмы разработаны. Если вот амурский тигр кого-то потравил и так далее, должны быть компенсацию выплачивать. Также и нашим должны быть. Потому что белый медведь, он это самый крупный наземный хищник на земле. И когда он вырывается и это делает, то человек остается без ничего. Он его запас уничтожает, дома разоряет, ломает дома все эти и так далее. Где человек. А у нас человек живет в Арктике. А не как вот, когда сидя в Москве, думает, что этот человек пришел к нему в Арктику и так далее. Действительно, да. В связи с предстоящим освоением Арктики, которое все-таки все равно будет происходить, да, как показывает данные последние, конечно, призывать просто обычных граждан что-то делать, это одно дело, да, но здесь как бы должно быть послание еще к тем госкорпорациям и к обычным крупным корпорациям, которые ведут эту деятельность. То есть, развертывая какую-то деятельность в Арктике, необходимо обязательно обучивать свой персонал, чтобы не было таких случаев, которые мы видели там, по видео там, из Чукотки и так далее, да, когда там, люди, не обученные ради каких-то садистских побуждений, как бы, да, там, как-то могут причинять вред любым животным, не только белому медведю. Поэтому, безусловно, как бы, это дисциплина и возмещение того ущерба, который госкорпорация наносит окружающей среде. Ну, в любом случае, мы живем все на одной планете, и главное умение договариваться как между людьми, так и между животными. Спасибо, что сегодня приняли участие в нашей программе. К сожалению, наше время подошло к концу. Уверен, что вся наша дальнейшая работа обретет положительный результат. Ну а я напомню, что это была программа «Якутия в деталях». Смотрите нас в 19:15 по будням, расскажем обо всем в деталях.